Всемирный уйгурский конгресс осудил делегацию Организации исламского сотрудничества, которая по приглашению вторгшегося Китая отправилась в Восточный Туркестан и хвалила действия Китая, игнорируя произошедший геноцид мусульман. Всемирный уйгурский конгресс, одно из представительств уйгурских турок, в своем заявлении для прессы осудил пропагандистскую поездку делегации ОИС под контролем оккупационного Китая. Далкун Иса, президент Всемирного уйгурского конгресса, сказал, ОИС попадет в ловушку китайской пропагандистской машины, полагая, что они могут наблюдать, как уйгуры живут свободно, без какого-либо религиозного или культурного угнетения. В то время как ислам и уйгурская культура демонстрируются посетителям, миллионам наших людей запрещается исповедовать свою религию, они подвергаются уголовной ответственности и наказанию. Этим визитом ОИС полностью игнорирует продолжающийся геноцид уйгуров и других тюркских мусульман в Восточном Туркестане, говорится в заявлении. В Китае сотрудник министерства был задержан по подозрению в шпионаже в пользу ЦРУ. В каком министерстве работает государственный чиновник, не уточняется. В заявлении министерства говорится, что дело, раскрытое сегодня, все еще находится под следствием и что дело касается 39-летнего человека по имени Хао, который работал в министерстве, специализация которого не разглашается. Несмотря на то, что Китай утверждал, что остается в стороне от вторжения России в Украину, в документах, полученных западными государствами, были сделаны выводы о том, что Китай оказывает России высокий уровень военной помощи. Согласно сообщению Карымского информационного агентства, основанному на расследовании The Telegraph от 20 августа 2023 года, в котором говорится, что Китай поставляет в Россию вертолеты, беспилотные летательные аппараты и металл. Российские компании получали десятки тысяч военных грузов из Китая, включая ракетные комплексы, компактное оборудование и бомбардировщики. Между США и Китаем обостряется напряженность после кризиса шпионского аэростата. В 33 штатах США был внесен 81 законопроект, запрещающий китайским предприятиям, таким как TikTok, и гражданам Китая покупать сельскохозяйственные угодья и недвижимость рядом с военными базами. Осуждение со стороны Китая последовало, поскольку США предположили, что этот шаг был предпринят против шпионских операций Китая. По мнению тех, кто выступает против закона о землевладении, эта инициатива разжигает ненависть к азиатам и расовую дискриминацию в США. Президент Китая Си Цзиньпин не выступил со своей речью, которая, как ожидалось, должна была защитить китайскую экономику на бизнес-форуме БРИКС, проходившем в Южной Африке. Согласно календарю форума, распространенному среди общественности, Си Цзиньпин должен был выступить с речью во вторник после встречи с лидером Южной Африки Сирилом Рамафосой, но его заменил министр торговли Ван Винтао. Решение Си Цзиньпина не выступать с речью о состоянии китайской экономики совпало с периодом, когда инфляция в стране ускорилась, сектор недвижимости столкнулся с проблемами, а государственный долг увеличился. На шестом году, когда тысячи араканских мусульман рохинджа были вынуждены покинуть свои дома и страны из-за массовых убийств мирных жителей военными в Мьянме, араканские мусульмане хотят вернуться в свои дома. 25 августа 2017 года сотни деревень были разрушены в результате массовых актов насилия, организованных армией Мьянмы и буддийскими националистами. Более 900 тысяч араканских мусульман были вынуждены искать убежище в Бангладеш, в то время как указанные акты насилия были названы этническими чистками, Объединенными Нациями и различными международными правозащитными организациями.